Надо перекрыть мост через Нижнячок, большой мост. Надо перекрыть его. Вот. Зачем? Как зачем? А зачем? А если вся Россия, Москва и то выходит и закрывает Ленинградский проспект? Люди гибнут. Ведь кто-то спешит больному на Вы-то помощь. поймите, Ленинградский проспект, это сколько движений? В один ряд, туда 8 рядов. И с Ленинграда 8 рядов. Но Зачем перекрывать дорогу? вы же Москву, вы видели, были в Москве? Был. В Ленинградском проспекте были? Был. Туда 8 рядов и туда 8 рядов. Зачем перекрывать? Там люди ездят, спешат, скорая помощь кому-то. Понимаешь, да? Да, я тебе пару слов скажу вот по этому. Давай, скажи. Вот смотри, вот я тоже вот пенсионер, мне уже 62 года. Мне Вот 68. я когда-то в школе учился, проходил вот это по Грибоедову, Да. горе от ума, Чацкий. Да. Он страдал один от своего ума, да? Да. А мы сейчас вот от ума правительства, да, у нас в стране страдают миллионы. Так зачем нам этот ихний ум, И от главное, которого удавку мы на шею зачем? вешают с твоим умом? Батя, а зачем Ну. мы сюда собрались? Вот для чего вот так вот подумал? И вот что вот мне, вот, допустим, мне вот делать? Ничего сейчас не получится. Вот сейчас, смотрите, я имел льготы, как по потере кормильца, Да. сын мой погиб при исполнении служебных. Имел льготу как ветеран труда. А сейчас мне ни копейки не перечислили. Все, Ни копейки. ничего нету. И вот уже, смотрите, 1,5 месяца идет, я ничего не получил, а отдаю. А мне отдавать, в принципе, нечего, только свое За здоровье. квартиру-то я вчера Вот как позвонил быть, вот вот сюда. посоветуйте, вот как быть, Вот. вот, ну, эти разговоры все, это бесполезны. Выступать, чтобы кто-то организовал. Мне, в принципе, мне партия, как говорится, знаете, похрену, какая партия, какой ей поддержит, но поддержит ту, которая действительно, от которой я результат получаю. Да, Что я, вот, допустим, лучше живу, мне хоть там либералы, хоть коммунисты, хоть там какие-то вот, не знаю, как там много партий жизни вот эти, но чтоб я имел что-то. И подобные мне люди. Вот ту партию я поддержу. Вот. И того человека в правительстве поддержу, который ратеет за народ. Они ж только под себя все гребут. Вот тот же Зурабов. Он умен, видно, что умен, но он умен с хитрыной. Какой умен? Ум свой употребляет для того, чтобы надурить народ. Вот. Таких, как я. Не олигархов, нет, вот таких, как мы. Ну, Фратков сказал, извините, ни вот одного все, министра больше не мне и уволил. сказать нечего. Вот. Опереться мне не на кого. Интересно, телефон-то у меня принесли вчера, 300 рублей. Я и хочу идти вон туда. Значит, пенсионеру отдайте или выдайте половину этой суммы, и не надо никаких, так сказать, льгот, там, отмен, ничего. Достойная пенсия равносильно всем нашим проблемам. Есть ресурсы, но нет желания и воли. Поэтому сегодня, вот мы еще раз заявляем, конечно, очень трудно выйти на народ. Вот только таким способом сказать можно, что правда-то заключается в том, что нужна политическая воля, забота о населении. Глава правительства исчез куда-то в пик проблем этих. И сейчас, значит, потому что это отнимание на государственном уровне вот этих законов, так сказать, состав, это большинство, я подчеркну, подавляющее большинство, которое давит и любой закон принимает, значит, мы будем иметь постоянно такие сюрпризы. Наша цель, или мы говорим еще о Эжве, у нас еще вот Эжву коснулся еще один такой негативный факт. Приняли закон о государственном делении. И оказалось, Эжва не вписывается в эти рамки закона. Нет Эжвы. И в перспективе будет улица Мира, улица Комарова, город Сыктывкара. Но без Эжвы. Это тоже неправильно. Это тоже, значит, позиция, не учитывающая мнение. Поэтому я еще раз говорю, вот сегодня в акции протеста, тех выступлениях, которые вы сказали, мы должны дать знать правительству, что не все проглатывается население, не все проглатывается. Кое-что, так сказать, народ может выразить, и не нужно. Фракция КПРФ говорит о том, что давайте, у нас есть Конституция, вот, Конституция. По Конституции высший, так сказать, выразитель власти является народ. КПРФ говорит, давайте спросим население по важным 4-5 пунктам нашей действующей Конституции мы должны
подчинить власть народу. Поэтому, открывая наш митинг, я хочу... Так, У меня вопрос. вопросы будут потом. Я не даю. Это говорится натуральных льгот. Теперь меня лишают льгот, как ветерана труда. Ветераны труда. Теперь давайте скажем, ветераны труда какие? Вот в ветеранском удостоверении у меня написано: бессрочные и действительно на все терминал закона о пенсиях военнослужащих, работников правоохранительных органов. И там эти 240 рублей нигде не написано. Она складывается с служащим в армии. Добавим, им тоже добавим. А, еще кто там? У нас студенты могут возмущать. Ну добавим, давайте студенты. Это как бы с барского плита и много другого. Если мы имеем возможность выйти сюда на площадь, то они стоят, имеют право только выйти на площадь, рядом с нами стоят. На местах. Он же ведь и ведет здравоохранение. С одного дома получается 64 тысячи. 9 домов у нас на строительстве. Мы проводим проверку обоснованности всех этих полностью поднятий, даем свои предложения в Центр индексации по строительству Республики Коми. Ну вот я вам говорю, что что квитанции за квартплату вам специально подольше не выдают, чтобы сдержать ваше возмущение. А я уже знаю, потому что мне после того митинга пришлось заняться этим. И вот я вам скажу, что за двухкомнатную квартиру будем мы теперь платить 1600 рублей. Даже те, которые живут в этой квартире по одному человеку. Это вот меня, он умер, я осталась одна. Что нам приходится делать? Уходить перед смертью из этих квартир. К этому подвело наше местные депутаты местные, которым мы доверили владеть Эжвой и распоряжаться нами, как им заблагорассудится. Все эти изменения придумали они сами, не основываясь ни на какой закон. Законы, я спросила их, лично ходила на прием к главе администрации. Обоснуйте, на основании чего вы повышаете. И все, 100%, 1300 было, 100%, 1600, тоже 100%. И все выше и выше. И конца и края нет. Никто не контролирует. Я считаю, что наша администрация занимается только подметанием улиц и фейерверками, вместо того, чтобы дома деревянные в Эжи давным-давно уже снести. Мы их строили, строители, для того, чтобы лет хотя бы через 20 их уничтожили. А мы в них еще живут наши строители, которые по колено в воде здесь их строили. Однако же на празднике Эжвы никто о них не вспомнил. Нельзя. Я призываю организованно. Я говорю, нищие сегодня разошлись с утра. Богатые должны были прийти защищать себя, что-то их нету. И сегодня по всей России проводятся по инициативе КПРФ и других левых партий акции протеста. В то же время Единая Россия пытается внести раскол на тех, кто поддерживает монетизацию, те, кто против. А ведь дилемма разрешения этого вопроса одна. Кто за монетизацию и кто против. Должно быть определено право выбрать каждому ветерану труда, каждому пользующемуся льготу возможность. Кого устраивает натуральные льготы, пусть он выберет натуральные льготы. Кого денежная компенсация, пусть выберет денежную компенсацию. Если не принять мер к этому, то ведь страна идет к расколу общества. Этот раскол общества может привести не только, как говорится, простым стихийным митингам, но может привести к насильственным действиям, если власть не будет принимать и не даст политическую оценку происходящим событиям сегодня в нашей стране. Вы пенсионер, я слышал, по линии силовых структур, да? Да, я пенсионер МВД сегодня. Со слов Путина 240 рублей.
Если в соответствии с законом о пенсии, мне должны каждый год компенсироваться соответствии с инфляцией. Инфляция официально за прошлый год 12%. Вот на 12% мне должны компенсировать мою пенсию. А мне дают 240 рублей. Это в среднем 3,5% по прошлому году. Это разве законно? Это просто нарушение моих прав. А компенсации пенсионеров, правоохранительным органам, военным пенсионерам уже не было на протяжении ряда лет. То есть гарант не выполняет Конституции Российской Федерации, не выполняет своих же законов, а делаются подачками.